Добрый вечер, дорогие наши слушатели, дорогие наши читатели. Рад вас всех видеть. Сегодня вечером хочу рассказывать очень много о тех вещах, которые позволят на самом деле увеличить свой доход и перейти на новый уровень. Сегодня обзор моей книги «Как стать миллионером. Территория Сенге». Возможно, кто-то из вас прочитали эту книгу. Возможно, вы знаете эту книгу. Не знаю пока, но, возможно, кто-то из вас хорошо знает эту книгу. Эта книга «Как стать миллионером на территории Сенге». Могу сказать, что в Эксмо, когда эта книга вышла, в протяжении месяца, она была на первой десятке самых продаваемых книг. Они мне отправили скриншот, то есть фотографировали, отправили. На стене у них было топ-20 самых востребованных книг, топ-20 самых продаваемых книг. И эта книга была в 6-м месте занималась. Именно в них, то есть в их табло в 6-м месте занимала эта книга. И я считаю, что очень хорошая книга. И я сюда внес свой опыт, опыт моих учеников, практический опыт, практическое знание. И практикуя то, что написано в этой книге, любой человек может на самом деле увеличить свой доход как минимум. Конечно, когда говоришь, что слово «миллионер», большинство людей это воспринимает, как будто это что-то сложное, что-то это трудное, как будто это очень-очень, можно сказать, как будто только избранные люди способны это делать. А на самом деле это не так, дорогие мои. Знаете, у меня есть такое убеждение. Какое убеждение? Например, когда-то не все люди могли писать-читать. Правильно? Когда-то не все люди могли писать-читать. Но если внимательно сейчас посмотрим, сейчас массовый народ умеет писать-читать. Согласны? Значит, это о чем говорит? Это говорит о том, что на данном этапе, если реально посмотреть, значит, если 200 лет назад или 500 лет назад люди не могли писать-читать, а сейчас многие умеют писать-читать, и благодаря средней школе человечество за 200 лет смогло подниматься до космоса, значит, это получается, что этому можно научиться, правильно? Этому можно научиться. Почему можно этому научиться? Потому что алгоритм успеха, она предсказуема. Если один человек умеет ездить на велосипед, второго можно научить. Если один человек умеет, например, водить машину, другого можно научить. Точно так же подход к этому. Но просто у большинства людей в голове сидит такая информация, что как будто богатый станет только избранные люди, как будто успешный станет в жизни избранные люди, и не все то, что ты мечтаешь, она реальная, и так далее, и так далее. Честно скажу вам, в самом детстве я тоже об этом, то есть я тоже этому верил. Почему? Потому что меня убедили точно так же, понимаете, среда была такое, меня убедили, что вот если тебе вон тут написано, и ты станешь богатым, предназначение если есть, ты станешь успешным. Если предназначения нет, это не будет. Я верю в одном, все от Бога, это правда, все от Бога, это на самом деле. Господь дает мудрость, Господь дает знание, Господь дает талант, Всевышний дает тебе понимание этих вещей. Очень верующий человек. Поэтому я этому очень-очень глубоко верю. Но и убежден в том, что пока ты свою часть не делаешь, Господь тебе ничего не будет делать. То есть получается, что очень важно, чтобы человек свой часть начал делать, то есть создал причину, тогда результат от Бога. То есть действие от нас, результат получается от Всевышнего. Вот это очень-очень важно. У большинства людей, поскольку мышление ограничено и сознание, можно сказать, среда, в которой они выросли, ограничена, поэтому у них мышление такое, что они убеждены, они реально убеждены, что как будто сколько бы они ни будут делать, ничего не изменится. Просто проблема в том, что они не учатся, как делать правильные вещи. Они просто делают одно и то же, то, что делали 10 лет назад, то, что 5 лет назад, или там
то, что 20 лет назад, и поэтому ничего не изменится. То есть это означает, что если мы что-то делаем, и цель, у нас есть какая-то цель, например, зарабатывать энную сумму, или построить какой-то проект, или делать дом, или что-то-нибудь, когда мы хотим, чтобы вот эту цель достичь, но если мы работаем, делаем, и не получается. Это о чем говорит? Это говорит о том, что тактика и стратегия достижения этой цели недоработанная. Но это не означает, что цель недостижимая. Это означает, что подход, который мы выбрали, она необработанный план, недодуманный план. Всего лишь цель поменять не стоит. Понимаете? Цель поменять не надо. Надо менять пути к нему. Надо изменить путь, надо изменить другие ресурсы использовать. Надо использовать, возможно, другой подход. Но цель поменять это не надо. Это не означает, что цель недостижима. Большинство людей как воспринимают, если они что-то хотят делать, не получается, они говорят, ну это невозможно, нереально. И проблема людей в том, что вторую попытку, третью попытку, четвертую попытку они просто не делают. Возможно, вы прочитали много раз про слона, когда, например, если вы видите Тайвань, или если вы видите Индия, или там, скажем, Таиланд, или там вот, если туда съездите в этих территориях, например, вы видите одну очень вещь. Вы видите большие слона, слоны такие большие, которые маленький ребенок управляет их. Если эти слона, если привязывают какой-то маленький гвоздик или привязывают какой-то маленький, там, скажем, дерево или что-нибудь, они просто стоят рядом. А с чем это связано? Это связано с тем, что программа в голове слона в детстве формировалась. Как? Как они его приобучают? Когда маленький слон, его просто привязывают к гвозд, то есть хороший гвозд прибывает на земле такой, и его привязывают к нему. Слон бегает вокруг туда-сюда, пытается вырваться, но у него не получается. Когда он пытается вырваться туда-сюда, 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 не получается. Что происходит в голове слона? Слон воспринимает это, что как будто это невозможно, как будто это нереально. Никогда это изменит. Теперь слон годы идут, он станет большой. И этот слон могут просто там, Господи, он такой сильный, могут поменять, может сломать любого. То есть там, не знаю, технику уронить или что-то-нибудь. У него силы хватает. Но проблема в том, что в голове принято уже, что как будто это невозможно. Поэтому поддается этим программам, поддается этим формам. Поэтому слон даже не попытается. У многих людей голова похожа на это. Это действительно, это практика, это, видите, ученые много раз провели разные испытания для этих вещей, чтобы убедиться, как мышление формируется. Как-никак мы тоже один из живое существо, которое Господь создал на земле. Мы путем самообучения, путем то есть образования, путем познания Бога, путем познания религии и так далее, постепенно меняемся. Но у нас тоже есть животное начало. У нас у всех есть животное начало, поэтому мы воюем, поэтому мы, скажем, ненавидим других, поэтому мы завидуемся, поэтому мы забираем иногда порой у других и так далее. Посмотрите, почему в мире так происходит. Потому что кому-то нравится власть, кто-то власть любит, кто-то там богатство любит, кто-то там еще что-то любит, и ради этого что угодно делает. От нехватка знаний. У него потому что животное начало идет впереди. Животное начало у всех есть. Понимаете? А уметь убивать свое животное начало – это очень большая мудрость, большое духовное достижение. Очень-очень большое духовное достижение. Умение отказаться от этого все, властолюбия, умение отказаться от соблазна и так далее. Перед этим стать человеком, который преуспевающим, и потом помогать это богатство или это достижение использовать на благо общества. Это очень благородное дело. Очень-очень благородное дело. Поэтому часто просто у людей мышление бедного человека, они говорят, не обязательно, например, с чем вы будете сталкиваться? Первый, сталкиваетесь с тем, что люди говорят, это нереально, это невозможно, просто у них бедное мышление. Поскольку они знают, что им это, то есть у них не получается, пытаются убедить вас, что ты тоже не можешь. Они пытаются убедить вас, что у вас тоже не получится. Вот, понимаете? Второй важный момент. Они говорят, Бог не дал. Это очень тоже большая ошибка, которая есть в голове людей. Бог щедрость. Бог, Он
понимаете, Всевышний, он милосердный. Для него ничего не стоит помогать нам богатыми. Он говорит, проси, и вам будут дано. Везде так и говорит он. Он обещает, так в священных книгах и так далее. Так что Бог всегда дает. Я убежден, что Он всегда дает. Поэтому это неправда, это неправильно. Просто люди просто хотят оправдать себя таким образом и так далее. Поэтому, дорогие мои, название книги, поскольку «Как стать миллионером», некоторые люди начинают думать, действительно ли можно стать миллионером или нет. А вы сами подумайте, размышляйте. В 90-х годах по сегодняшний день. Вот, подумайте на минуту. С 90-х годах по сегодняшний день. Очень много миллионеров в территории СНГ. Очень много. Территория России, территория во всех городах СНГ, а по всему миру. Вы понимаете, сколько миллион сейчас человек стал миллионерами по всему миру? Вы представьте на минуту, сколько миллион людей стали... Я помню, мой помощник подбирал мне информацию. 280 чем-то было или 240 чем-то тысяч человек сейчас миллионерами. Вы представьте, 280 тысяч, что ли, или 240 чем-то тысяч был. Представляете, они стали миллионерами. Это что, дело случайности? Нет, конечно. Это четкая стратегия, это планирование, это технология, это умение управлять, планировать свое будущее. Представляете? Вот. И следующая важная вещь. Больше 2000 человек миллиардеры. Больше 2000 человек на земле миллиард. Но если... Один человек смог делать что-то, другой же можно научиться. Другому можно этому научить. Представляете, это очень-очень важно, чтобы этого научить. Это важно этому научить. Поэтому я почему эти фразы говорю? Чтобы вас не возмущало слово, что, ой, прямо миллионерами. Прямо. Некоторые люди могут сказать, ой, да Влад, ну да ладно, я хочу просто чуть-чуть увеличить доход. Какой миллионер? Некоторые могут так и думать. Но это для того, чтобы, я так называл, для того, чтобы реально сломать восприятие некоторых людей. Некоторые люди, они очень себя, они не оценивают. Они действительно недооценивают свои таланты, недооценивают свои возможности. Возможно, вы встретили огромное количество людей, которые, они талантливы. Огромное количество людей, которые у них есть реальные, можно сказать, реальные возможности, но они эти возможности не используют никогда. Возможно, вы слышали про орла, который я иногда рассказываю, не помню, то есть я не знаю, вы это слышали или нет, я попробую вам рассказать еще раз. Знаете, однажды охотник пошел в горах, и когда охотник пошел в горах, был сильный ветер, был дождь и так далее, и тогда получилось так, что от сильного ветра в скале было дерево, и это дерево упало, там было гнездо орла. И когда гнездо упало, охотник видит, что маленький орленок. И он просто взял орленка, привез с собой домой. Орленок был маленький, привез его домой к себе. Соответственно, он где его вырастил? Среди курицы. Когда среди кури это орел вырос, через некоторое время он начал делать то, что делали эти курицы. То есть как ходили, коверкаться, там искал черви, искал что-то и так далее. Делали всего то, что делали эти курицы. Почему? Потому что среда была такова, он не видел другого. Однажды прошло некоторое время, и однажды орел с этими курицами во дворе и гуляет, и вдруг видит большой тень орла, который на небе летит, и его тень попал на землю, и все видят на него, смотрят и убегают. Они, курицы, ему говорят, убегай, убегай, а то тебе заберут, убегай. Они все убегают, приходят на это курятник, сидят. И однажды вот он смотрит наверх и говорит, а кто это? А старший кури говорит, это орел, это птица неба, это хозяин неба. И тогда у него слезы пошли. И он говорит, почему я не родился орлом? Почему я не родился орлом? Вы знаете, может быть, есть внутри вас тоже те орел, который внутри сидит, но вы его держите в курятнике. Я лично по себе скажу, пока я не выбрался из этой среды, я не стал бы, кто я есть. Я благодарен Всевышнему, что по разным причинам меня вытолкнули из этого среда. Понимаете? Это очень-очень важно. Очень-очень важно.
Поэтому, возможно, вы в сердце, вы есть тот орел. Попробуйте. Вдруг это вам поможет. Попробуйте. Вдруг это действительно то, что вам нужно. Знаете, может быть, не все книги, которые вы читаете, поможет вам. Но среди 100 книг, которые вы читаете, одной из них станет главной причиной вашей жизни. Ваша жизнь изменится не потому, что вы умный человек или много знаете. Ваша жизнь изменит всего лишь одна идея. Иногда порой один мысль изменит. Иногда порой одна встреча. Один совет поменяет все. Навсегда изменит все. Поэтому для того, чтобы вот эту одну идею или это один совет найти, иногда придется сотни книг прочитать. Понимаете? Это очень важно. Найдите эту книгу, изучайте. Я пошагово раскидал, честное слово, те механизмы, которые я обучал своих учеников. Но я здесь упростил. Упростил настолько, что даже домохозяйка поймет. Даже школьник поймет. Когда пишу книги, я пишу таким образом, я не пишу неумные книги. Мне не нужны умные книги. Я пишу, чтобы книга была доступна, и чтобы в любой момент любой человек мог прочитать эту книгу. Сейчас отключу тогда. Вы просто выключите. Вот я отключил комментарий. Вот, внимание, обратите. Я не хотел писать умные книги, я не пишу умные книги. Я хочу писать книги, которые остаются актуальны через 10 тысяч лет. Актуальны спустя, там, не знаю, 2-3 тысячелетия. Это однозначно. Почему? Поэтому я пишу книги упрощенным языком, упростить. Вот, знаете, настолько я упростил, что да любой школьник понимает то, что я говорю и так далее. Даже мой русский язык, даже любой не русский даже понимает. Понимаете? А почему? Потому что мой цель быть доступным, ближе к своим читателям, слушателям и так далее. Поэтому в книге есть первая часть, когда рассказывают самый важный ресурс, самое настоящее богатство. Ваше самое настоящее богатство – это ваше внутреннее состояние. Как его восстановить, как его преодолеть. Я здесь очень тщательно по полочкам раскладывал вот механизмы. Поэтому сначала начните с него, потому что если вы вот это внутреннее состояние приобретаете, тогда вы можете легко любую идею реализовать. Но если ваше внутреннее состояние противоречит вашим сознаниям, противоречит вашим, скажем, мечтам, это невозможно добиться. Поэтому в первую очередь ваше настоящее богатство – это тот ваше внутреннее состояние, которое есть. Усваивайте его сначала, то есть тренируйте его, развивайте его. Это тоже, знаете, похоже на что? Знаете, человека что делает счастливыми? Человека делает счастливым не дом, не машина, не деньги. Человека делает счастливым именно тот цели, которую он достигает. То есть вы поставили перед собой небольшую цель, вы его достигли. Потом еще что-то, еще достигли. Потом еще что-то достигли. Потихонечку вы становитесь более уверенными в себе. Тогда вы начинаете чувствовать, что ваша жизнь им интереснее, как-то он необычный, как-то он насыщенный. Заполняете свою жизнь много радости, много счастливых минут и так далее. Давайте вам один инструмент, как вы сегодня можете это прямо делать. Возьмите бумагу, пожалуйста, и пишите 100. Пишите 100. Самые счастливые минуты своей жизни. Просто попробуйте это делать. Попробуйте. Сначала вам будет трудно даже вспоминать хорошие минуты, потому что человек вспоминает только трудные минуты, либо самые хорошие минуты. Те минуты, которые вы очень внутри были вдохновлены, внутри были очень счастливыми. В этой минуте будете запомнить ярко. Поэтому начните это делать. Понимаете? Именно начните с этого. Распишите 100 случаев, самые счастливые минуты своей жизни. Как вы это начнете делать, у вас дела пойдут очень хорошо. Почему? Потому что вы начнете понимать, что в жизни было много хорошего. Больше хорошего, чем плохое. Это однозначно было больше хорошего. И вот, этот ресурс начинает вас вдохновить, и вы потихонечку вы можете начинать уже реализовать свои идеи. 10 шагов я здесь написал. Самый первый шаг. Вы можете в YouTube потом еще презентацию моего тренинга тоже посмотреть, где я рассказываю 10 шагов, как стать миллионером фритюра СНГ. Это очень сильная презентация. Я на примере своих бизнесов там рассказываю. А здесь очень много примеров в этом книге. Очень много кейсов, очень много формул. Шаги. Прямо шаг 1, шаг 2, шаг 3 и так далее. Самый первый шаг – это причина. Нужна причина. Вам нужна причина. Зачем вы хотите стать успешным человеком? Просто так человеку деньги не нужны. Например, каждый раз... У вас, наверное, были случаи, что вы что-то хотели делать, не знаю, дом купить, или там путешествовать, или свадьбу играть, или что-то хотели делать. Откуда-то не возьми, вы эти деньги заработали. Понимаете, вы нашли эти деньги, скорее всего, вы нашли их и так далее. Вы это сделали. У вас все равно были такие случаи в жизни. Я это знаю. Ваш мозг так работает.
Вот, поэтому нужна большая причина. Если хотите большой успех, большая причина. Пожалуйста, запомните, большие достижения требуют глобальные изменения. Большие достижения требуют глобальные изменения. Если вы будете продолжать жить как раньше, если вы будете продолжать действовать по той же стратегии, как раньше, больших достижений не будет. Возможно, вы будете спокойно чуть-чуть что-то вот так, но другое не будет. Поэтому нужна большая причина. Большая причина – это внутренняя мотивация становится. Мотивация бывает два вида. Одна вид мотивации – это внешняя. Когда вы слышите меня, чуть-чуть вдохновляетесь или кого-то еще другого. Внешняя мотивация – это как стартер, который заводит мотор. Возможно, вы когда видите там, не знаю, или читаете какой-то книги, вы почувствуете небольшое вдохновение и так далее, или какой-то тренинг посещаете, почувствуете. Это внешняя мотивация. Внешняя мотивация, она нужна для того, чтобы подтолкнуть человеку к чему-то, разбудить, или там, не знаю, чтобы человек начал как преосмыслить то, что он делает. А вот внутренняя мотивация позволяет вам дойти до цели. Если не будет внутренней мотивации, внешняя мотивация не работает. Я хочу, чтобы вы понимали. Если не будет внутренней мотивации, внешняя мотивация быстро гаснет. А когда у вас есть внутренняя мотивация, внешняя, то есть я имею в виду те окружения, те времени неудачи, барьеры, проблемы, вы можете их легко преодолеть, потому что у вас есть сильная внутренняя мотивация. Поэтому вам нужна причина. Вам нужна причина, почему реально хотите добиться успеха. Вторая вещь – бизнес-идея. Как выбрать бизнес-идею? Здесь в формуле дано. Конкретной формуле дано. Возможно, у вас есть хорошая идея, но вы не знаете, она прибыльна, не прибыльна. Эта идея сейчас востребована, не востребована. Тут есть конкретные формулы. Соблюдайте эти формулы, вы легко можете выбрать ту бизнес-идею, которая в данный момент растущая, которая реально принесет вам миллион. Вы легко можете анализировать, видеть. Просто соблюдайте эти формулы, которые здесь написаны. Например, используйте их как трафарет. Любую, например, идея, которая у вас приходит в голове, пропускайте его через эту формулу. Тогда фильтруйте его и выбирайте самое нужное. Бизнес-идею. Не каждую идею можно превращать в бизнес. Не каждая идея принесет деньги, ребята. Есть огромное количество идей, которые они просто хорошие мысли, просто хорошие мнения, но от них превращать, создавать доход не получается иногда. Масштабировать тем более не получается иногда. Но поэтому соблюдайте эти формулы. Почему люди банкротятся? Почему некоторые идеи сделать так, что его хозяин становится бедным, то есть банкротится, в долгах попадет? Потому что есть идеи, которые для бизнеса, а есть идеи, которые не для бизнеса. Надо разобраться среди них. Следующий другой шаг есть здесь. Как вы нашли ту бизнес-идею, которая вам нужны? Вам нужны. Третий шаг – это те, скажем, навыки, которые позволяют вам реализовать эту идею. Например, я сейчас хочу, чтобы помочь сельскому хозяйству, рынке Таджикистана, чтобы создать мировой рынок и так далее. Вывести, доступ создать каждому дикану, каждому, скажем, фермеру, чтобы он мог продавать свой продукт, натуральный продукт по всему миру и так далее. Я сейчас работаю над этим. Это моя бизнес-идея. Например, но я работаю, какие навыки мне нужны для того, чтобы это делать. И я целый третий год этим занимаюсь, чтобы это все научиться делать. Для того, чтобы это понять, сначала я пошел сам, сажал дерево. Сначала сам начал потихонечку понять изнутри, какие у них есть проблемы. Сам начал делать теплицы, сам начал понимать, как они это делают, чтобы это реально работало. Поэтому надо создавать те навыки, которые, то есть усваивать те навыки, которые реально могут вам помочь для реализации вашей бизнес-идеи. У большинства людей хорошие идеи бывают, но навыки не хватает. Навыки не хватает, поэтому они не получаются. Здесь в этом книге я расписал пошагово, как приобрести навыки, что надо делать и так далее. Дальше. Четвертая вещь, которая вам нужна будет, это ресурсы. Вы должны понимать, как ресурсы находить, как ресурсы подбирать, какие ресурсы необходимы. Надо четко планировать все ресурсы, которые необходимы для реализации этого идеи. Вы начнете его проектировать, после проекта вы начнете понимать, как он работает и так далее, и так далее. Какие ресурсы необходимы, сколько денег, сколько людей, какой технологии, какой мощности и так далее, и так далее, и так далее. Все. И пошагово здесь я
написал, как иметь доступ к нужным вам ресурсам, чтобы вы могли свою идею реализовать. Четвертая вещь, то есть пятая вещь, это команда. Вы не можете в одиночке создать большой бизнес. Это невозможно. Вы не можете в одиночке стать миллионером. Пожалуйста, запомните это навсегда. В одиночке никому не удалось стать миллионером, и вы не станете. Я не верю в это. Поэтому вам нужна команда. Пятый шаг – это команда. Как создать команду? Ту команду, которая может стать вашей мечтой. Ту команду, которая решает, то есть принесет решение, а не создает проблемы. Команда нужна, чтобы решать проблемы, а не создавать проблемы. Вот здесь вы это поймете. Много показателей я выбрал для этого, которые реально показывают, почему так должно быть, как, где находить этих людей, каких людей можно поднимать по карьеру, когда можно их увольнять, когда можно ротацию делать, какие кадры должны быть универсали, от каких нельзя и так далее. Здесь есть очень много хороших вещей. По поводу команды. Шестая вещь – это стратегия. То есть, смотрите, вы поняли, бизнес-идея у вас есть, например, построить недвижимость, или у вас есть там бизнес, вот, или какой-то там магазин, или какой-то у вас там, не знаю, кафе и так далее. И дальше вы поняли команду, как создавать, и начали так. И вам нужна стратегия. Вам нужна стратегия, как туда попасть. Потому что вы не единственный, кто на рынке. Понимаете? Вы не единственный, кто на рынке. На рынке очень много людей, очень много конкурентов и так далее. Они тоже хотят быть богатыми. Они тоже хотят забрать у вас бизнес. Запомните мои слова. Они не спят. Если вы откладываете свое развитие на потом, если вы откладываете свою бизнес-идею на потом, а ваши конкуренты это не будут делать. Ваши конкуренты работают. Хочу, чтобы вы знали. Они не ждут, они работают. Чем дальше вы откладываете процесс своего развития, тем этим вы сами помогаете конкурентам забрать у вас рынок. И помогаете им забрать у вас рынок. Вот проблема в чем. Вы сами отдаете рынок конкурентам, чтобы они стали сильнее. Поэтому чем раньше вы планируете и начинаете действовать, тем лучше для кто хочет делать бизнес. Стратегия нужна. Нужна мощная стратегия. А что такое стратегия? Это самый важный вопрос. Я многим бизнесменам этот вопрос задаю, что такое стратегия. Большинство думает, что это просто план действий и так далее. Нет, ребята, это выбор пути достижения цели. Выбор пути достижения цели. По какой дороге пойдем? Какой ход сделаем? Выбор пути достижения цели, как с минимальными ресурсами достигать максимальный результат. Что надо сделать так, чтобы то, что конкурент делает за $1000, мы могли сделать за $200, перед этим быть на 2 шага впереди его. Вот это очень-очень важно. Нужна стратегия. В бизнесе без стратегии далеко не пойдете. Если у вас будут стратегии, во всем нужна стратегия. Девушка, когда хочет выйти замуж, у нее тоже должна быть стратегия на хорошего мужа выйти. Понимаете? Везде должна быть стратегия. Если хотите карьеру построить, нужно иметь стратегию, как построить карьеру. Если вы хотите, там, не знаю, на новый рынок зайти, скажем, вы работаете сейчас в территории СНГ, хотите зайти в рынок Китай, вам нужна нормальная стратегия. А если вы хотите, там, не знаю, новое направление открыть, везде нужна. Везде нужна стратегия. Найдите свою стратегию, разработайте. Если вы не знаете, как это делать, прочитайте по этому поводу больше 5 книг. Тогда вы поймете, как стратегия делается. Следующая важная вещь, это 8 шаг, то есть 7 это бизнес-модель. Вам нужно выбрать хороший бизнес-модель. Бизнес-модель, который технология не убивает его. Есть бизнес-модели, которые сейчас технология легко убивает их. А есть бизнес-модели, которые невозможно масштабировать. Ну, нереально его развивать. Он прибыльный, он небольшой, остается вечно, маленький остается. А есть бизнес-модели, которые вы можете масштабировать, есть бизнес-модели, которые вы можете, можно сказать, растущем рынке запустить, а наоборот, бизнес-модели, которые технология помогает вам тысячекратно увеличивать этот бизнес. Нужно выбрать правильный бизнес-модель, который в данный момент подходит рынку и клиенту удобно, и вам удобно, по менталитетам подходящий и так далее. Чтобы ваша команда понимала. Соответственно, продукт. Следующий шаг 8. Создайте продукт. Как создать продукт? По какими формулами его создать? По какими правилами его создать? Потому что продукт быстро меняется. Если вы неправильно делаете это, понимаете, если продукт вы неправильно выбрали, возможно, быстро теряете рынок. Почему? Потому что любой продукт найдет своего товарозаменителя. Вы заметите, что любой продукт обязательно появляется его заменители. Вот, поэтому
продукт. Выбор продукта очень-очень важно. Не все люди умеют выбрать продукт, не все люди правильно подбирают продукт, к сожалению. Потом, когда не пойдет, потом не сожалеет. Дорогие мои, не надо делать очередной носки, очередной костюм, очередной кофе, очередной там, не знаю, понимаете, не надо брать очередной там гостиницу делать, очередной кафе делать, или очередной там еще коворкинг-центр или что-то-нибудь. Нет, делайте что-то, то, что нету, или делайте что-то, то, что лучше. Это очень-очень важно. Подберите продукт очень правильно. Здесь есть формулы. Я просто не буду все объяснить, все рассказывать. Здесь есть конкретные формулы, по которым можно делать и добиться реальных результатов. Девятая вещь – это технология. Как свой бизнес вы можете сделать так, чтобы технология помогла вам тысячекратно увеличить свой бизнес. Это же здорово. Это вам очень хорошо поможет. Поэтому изначально с такой желанием, с такой целью делайте бизнес, чтобы технология мог бы вам помочь. И последняя вещь – создавайте рынок. Создавайте рынок. Это очень-очень важно. Создавайте рынок для своего продукта. Если вы все это правильно соблюдали, все то, что я рассказывал, 10 шагов здесь, у вас будет супер рынок, у вас будет востребованный рынок, у вас пойдет, получается, что у вас пойдет, то есть получается, что когда вы умеете создавать рынок на свою продукцию, у вас пойдет растущий рынок. Если посмотрите Жилет, посмотрите Макдональдс, посмотрите, скажем, Adidas, посмотрите Nike, посмотрите все Starbucks или KFC и так далее, и так далее. Они все смогли просто понять, что нужен потребителю, и создать хороший рынок. Создали очень хороший рынок. Но вам самим надо продвигать свою продукцию. Если вы сами его не продвигаете, никто же не будет это делать. Вот так, дорогие мои. Отлично, очень хорошо. Надеюсь, что вам в чем-то понравилось. Надеюсь, что вам помогла эта книга. Именно «Как стать миллионером. Территория Сенге». Вот, эту книгу. Прочитайте его, пожалуйста. Вот. Поэтому изучайте эту книгу, она вам очень-очень сильно поможет. Я уверен, что вы найдете то, что вам нужно. Конечно, если у вас есть ориентир, чтобы делать бизнес, то есть эта книга написана для тех людей, кто бизнесоориентированный человек, кто хочет создать бизнес, кто хочет раскрутить бизнес, кто хочет доход иметь. Вот для них написано. Вот. Поэтому в обязательном порядке, если вы его прочитаете, я уверен, что вы найдете то, что вам нужен. Да, это похоже на азбука бизнеса. Сантиметр, это так. Ну, конечно, здесь пишет Бахрамджон, что есть разница между той презентацией, которую вы там в YouTube есть, и между книгами. Конечно, есть. Там презентация рассказывает по чуть-чуть, понемножку. А тут глобально все расписано, что надо делать. Это очень-очень глубокая вещь. Большая разница. 10% там презентация, 90% в этом книге. Вот так. Вот. Вот, наставник, подскажите, аудиокнигу лучше или читать лучше? И то хорошо, в разных случаях. Просто, понимаете, вы должны найти себе, какой канал восприятия у вас сильно развит. Например, у кого-то зрительная память развита, у кого-то аудиальная память. Например, вспомните школа. Иногда что говорил наставник, то есть что говорил учитель, кто-то все запомнит так. Прямо все на лету запоминает, что сказал учитель. А кто-то, читая, запоминает лучше, то есть усваивает лучше, воспринимает лучше. Поэтому проверьте себе, что у вас аудиальное восприятие лучше или визуальное восприятие лучше. И на того и разработайте. Помните, у вас развивается, смотрите, над чем вы работаете, то и добьетесь. Мы получаем не то, что хотим, мы получаем от жизни не то, что мечтаем. Мы получаем то, над чем мы работаем. Это закон. Я повторяю. Мы получаем не то, что мечтаем. Мы получаем не то, что мы хотим. Мы получаем то, над чем мы работаем. Вот кто-то говорит, почему так, почему я всегда плохо думаю? Вы плохо думаете не потому, что вы плохой человек. Вы плохо думаете, потому что вы привыкли так думать. Попробуйте смотреть на лучшую сторону жизни.
Понимаете, вот сегодня пойдите домой, посмотрите на своего мужа или на свою жену. Пожалуйста, внимание обратите. Пойдите сегодня посмотрите на своего мужа или на своей жене и думайте, как я смогла выйти на него замуж? Или почему я вышла на него? Или почему я женился на нее? Как я смог? Я могу вам уверенно сказать, что ваш мозг найдет тысячи причин, что вы вообще будете сожалеть, что вообще знакомились с этим человеком. Когда вы начинаете, понимаете, потому что вы искали недостаток этого человека. А вы попробуйте сегодня пойти домой и сказать, как мне повезло с мужем или как мне повезло с женой. Попробуйте. Скажите себе, как мне повезло с женой. Как хорошо, что я нашел этого человека. Как мне повезло с мужем, что я встретил этого человека. Да я гарантию дам вам, что вы найдете тысячи хороших вещей, плюсов вашей супруги. Такова природа человека. На что фокус направите, и тот приумножается в вашей жизни. Стоит ли сетевикам прочесть данную книгу? Сетевой маркетинг, вы, если его прочитаете, думаю, что если вы в сетевом маркетинге эти знания 100% вы использовать не можете, потому что она написана для тех, кто традиционный бизнес хочет заниматься. Но вы там, например, первый блок, который как внутренний ресурс создать, это вам очень необходимо. Или там, например, потому что ни в одном своем книге я это не написал. Это очень мощный инструмент. Или, скажем, что как команда создать и так далее, это очень важно. А как выбрать рынок, как регион выбрать, это вам очень важно. Вот эти блоки вам очень сильно помогут, эти глава. Вот. Вы знакомы с Шамилом Алюдиновым? Да, конечно, я знаком, и у меня есть в телефоне его номер. Его номер есть в телефоне, я знаком, я прочитал несколько его книг и буду дальше читать. Это нормально, почему? Это очень хороший человек. Поэтому я смотрю и читаю. Я и деньги 2. Спасибо. Я и деньги 2, говорит, бомба. Да, я и деньги 2, я делаю обзор, он для бизнесменов, потом про него по-подробному расскажу. Вот кто-то пишет мне, что улыбайся. Это вы комплимент или вы это издеваетесь? Или вы это шутите? Вот, поэтому мой ролик, который я написал про улыбайся, она очень сильная сила имеет. Вы знаете, что это ролик обходили почти огромное количество людей. Ну, я пока сам даже точно не знаю, но я думаю, что сотни, наверное, миллионов прошел этот ролик про улыбайся, который я рассказываю. Это просто идеальная вещь, необходимая вещь. Поэтому она мне помогла. Возможно, для кого-то это непонятно, но мне это очень сильно помогло. Почему книга имеет название «Как стать миллионером на территории СНГ»? Ну, потому что эта книга позволяет, если вы научитесь, вы можете стать миллионером. Поэтому я написал, вот представьте, что если я научил бы, как готовить плов, ну, назвал бы, что как готовить плов, правильно? А здесь я написал, как стать миллионером. Так что, пожалуйста, я верю в том, что экономика СНГ взаимосвязана. Что происходит в России, то отражается на всех наших, скажем, бывших республик СССР. Мы хотим, не хотим, это так. Что происходит в одном регионе Средней Азии, заражает другого. Это правда. Мы это уже видели много раз. Поэтому экономики СНГ все равно, они друг друга взаимосвязаны. И было бы здорово, если на любой территории его мы работали бы, чтобы это горизонтальные, скажем, механизмы, которые как в Советском Союзе были созданы, они должны работать и сейчас. Просто проблема в том, что их сломали. Их сломали западными продукциями. Как сломали их западными продукциями, поэтому экономика наших бывших Союз Республик, она не поднимается, она там то колебается, то это и так далее, понимаете? Вот это очень-очень важная вещь. Вот такое, да. Что имеете в виду, брат мой? Не понял. Я платную рекламу не делаю. Нет, если даже меня куча людей предлагает, чтобы мы платим, пожалуйста, делать рекламу, я не делаю. Мне это не нужен. Я не артист или не звезд. Да, вот кто-то пишет мне: здравствуйте, Санур Давлатов, у меня такой вопрос. Я мастер по мужским и женским стрижкам, и мастер тату, работал в России. Недавно приехал в Узбекистан, сейчас без работы, не могу партнер. То есть не можете найти партнеров. Если вы мастер по стрижке или там по мужской или женской, начните с этого. Начните с этого, и это несложно. Кстати, вот прочитайте эту книгу.
Прочитайте эту книгу. Если вы мастер, это ваш продукт, это классный продукт, попробуйте, прочитайте эту книгу, она вам сильно поможет. Как рынок создать для ваших умений, ваш талант. Чем отличается эта книга от «Как стать миллионером в Таджикистане»? Очень много чего. Очень много. Где-то 60% отличается. Тот книга, которую я написал «Как стать миллионером в Таджикистане», я там полностью кейсы, примеры, ресурсы, модели подбирал. Все, которое для Таджикистана было нормально. Почему я тот книги написал «Как стать миллионером в Таджикистане»? Потому что много, когда говорят, что ты стараешься работать, они говорят, ой, в Таджикистане невозможно, где-то это можно. Это в Америке, это где-то, возможно, в Москве, но как будто у нас нет. Поэтому я написал так, как стать миллионером в Таджикистане, и там примеры привел. Именно там книга адаптирована только для местного, это другой. На 90% вы можете, 60-90%, но 70-80% точно другая. Но бизнес-модель – это слово и там слово. Успех и там, и там. Финансовый учет и там, и там. Почему? Потому что это фраза, как создать команду. А как по-другому скажешь? Если вы в Москве делаете бизнес, команда не нужна, что ли? Или в другом месте? Это тоже нужна, еще как нужна. Я читаю «Я и деньги», чем отличается от этого? Ой, «Я и деньги» совсем другой. «Я и деньги» для систематизации управления в семейный бюджет, брат мой. Это как стать миллионером, дорогой мой. «Я и деньги» – это фундамент. Когда заливает дом, фундамент заливает. «Я и деньги» формирует ваш финансовый интеллект. А это книга для миллионера. Вот о чем. Спасибо большое. Проблем с финансовых, поэтому сейчас задумался, открыть себе. Никто не помогут без денег. Сейчас что делать? Не знаю, поэтому нет, Джафар, берите партнера. Почему? Если вы запомните, если у вас продукт хорош, Джафар, найдите себе партнера. Как? Разработайте бизнес-план. Почему вы не можете найти партнера или не можете, никто не рискует не вкладывать деньги? Потому что на бумаге не видят. Как вы думаете, от того, что коронавирус у людей что, волосы перестали расти, что ли? Я не понимаю вас. А что, люди перестали постричься, что ли? Это же неправда. Они же все равно стригут. Они же по-прежнему все равно стригут. Волосы не понимают, что коронавирус на улице надо спрятаться. Они все равно растут. Понимаете? Поэтому так что не думайте о барьерах. Вы должны фокусироваться на цель. Фокус на цель. Всю фокус направьте на цель. И потом, пожалуйста, прочитайте эту книгу. Послушайте много таких похожих книг или книг, которые вас вдохновляют, помогают вам. Ищите партнера. Разработайте нормальный бизнес-план, бизнес-проект. Тогда вы получите. Вы знакомы с Оскаром? Нет, не знаком. С ним не знаком, правда, не знаком. Я домохозяйка. Как стать финансово свободным? Начните читать книгу «Стратегия мышления богатых и бедных людей». Потом читайте «Я и деньги». Вы однозначно, Айназык, вы измените свое положение. Поверьте, это правда. Я много раз это видел. Можно заниматься сетевым маркетингом параллельно с традиционным бизнесом. Можно. Параллельно с твоим маркетингом традиционный бизнес можно. Но вы должны понять, что в твой маркетинге основной ресурс, который надо вложить, это время. Если у вас есть время, тогда делайте этого. Вот. Как попасть на ваш бесплатный тренинг и когда будет бесплатный тренинг? Ого, вот сейчас вы что, платно сидите, что ли? Интересный вопрос дадите. Вы сейчас платно сидите, что ли? Я не знаю, когда будут бесплатные. Бесплатный тренинг я делал только для того, чтобы, когда было, можно сказать, благотворительное делал, когда коронавирус и так далее, чтобы помочь многим людям. Потому что я верю, что мы обязаны служить друг другу. Мы обязаны это делать. Это часть нашей человечности, заботиться друг о друге. Поэтому это необходимо делать. В Туркменистане никакая книга не поможет. Вот кто-то так пишет. Почему? В Туркменистане как будто другой мир. Нет, дорогой мой. Запомни мои слова. Твои мысли. Человек ход в Туркменистане, человек ход в Армении, человек ход в Японии, человек ход в Вьетнаме. Это человек, понимаешь? И не важно, где он живет. Кстати, в Туркменистане есть мои ученики, которые у меня консультируются. Правда, им очень тяжело иногда часто сюда лететь. На мое годовое обучение 2 парня учатся в Туркменистане. Каждый месяц один из них летал в Швейцарию, летел в Кыргызстан. Каждый месяц. В прошлом году. А второй из них летает в Москву. Постоянно проходит учебу в Москве. И есть еще другой, который я консультирую постоянно в Турции. Когда Турция, он прилетит туда. Так что для человека, который хочет что-то добиться, решение всегда найдется.
А для человека, который сам не готов к чему-то, всегда есть проблемы и барьеры, он все равно ничего не будет делать. Можно ли попробовать себя в любой возможности, которая дает жизнь, чтобы найти работу по душе? Если вы молодой, до 30 лет, и попробуйте все. Но только до 30 лет. После 30 лет это безумие. Это я не шучу. Время очень быстро уходит, и вы ни в чем вы не станете профессионалом, если будете постоянно прыгать с одной работы на другую работу. Это очень опасно будет. Поэтому до 30 лет я как-то, ладно, опыт наберете, там поймете, там разные. Но после 30 не делайте этого. Лучше выберите одно нормальное направление, фокусируйтесь на него, станьте профессионалом. Профессионал везде найдет себя. Это так. Здравствуйте, учитель. Сколько часов человек может читать книгу в один день? Желательно, чтобы час хотя бы прочитали. Хотя бы час почитайте. Если час не может, хотя бы 50 страниц читайте каждый день. Салам алейкум, устаз. Студент, то есть он писал на таджикском, и мне придется на русском читать теперь это. Мы 3 человека, хорошо. То есть мы 3 студента, хотим работать в такси, но денег нет. Идите арендуйте машину. Арендуйте машину. Умение есть, идите арендуйте машину и работайте. Для многих вещей деньги не нужны. Просто нужны способности. Наставник, хочу делать мебельный бизнес. В 2016 году, когда делали, обанкротился, в долгах попал. Что мне делать, чтобы бизнес пошел? Дайте какой-то совет. Брат мой, если ты хочешь мебельный бизнес делать, мебельный бизнес, он пойдет и в России, и Казахстане, и Кыргызстане, и Таджикистане. Но их очень много, конкурентов очень большая. Поэтому если ты сделаешь какими-то изюминками, либо лучшими качествами и так далее, только тогда ты выиграешь. Но ты должен понимать, что на кого работаешь. У тебя должен быть очень хороший маркетинг. Маркетинг. Только тогда добьешься успеха. Сначала изучай хотя бы 5 или 10 книг по маркетингу. Тогда поймешь, какой мебель нужен твоему народу, именно твоему рынку, твоему потребителю. Целевую аудиторию грамотно надо подбирать. С сильными конкурентами не надо конкурировать, потому что у них больше денег, узнаваемость. Лучше начинать правильно подойти. Да, мебель – это тендер. Тендер, да. В тендерах очень много мебели продается в тендерах. Правильно, через тендер продаются все Минздравие, образовательные, Министерство образования и так далее. Мебель же в основном, они же массово покупают. Рестораны, кафе и так далее. Так что они все тендеры объявляют. Наставник, из Туркменистана у вас сейчас 28 учеников-миллионеров. Вы хотели 100 миллионеров. Я очень хочу один из них, наставник. Конечно, конечно. У меня в данный момент 30 учеников-миллионеров, дорогой мой, 30. Но есть еще 4 или 5, по-моему, которые не я выросли до миллиона. Они уже миллионеры пришли ко мне. Если так посмотреть, у меня 30, которые я сам через мои системы обучения выросли. Но если еще 4 или, не знаю, 6, надо посмотреть, там список надо посмотреть. Ребят, которые уже миллионеры, но они пришли ко мне, уже были миллионерами. И сейчас учатся они, вот такие ребята. У нас очень сильные люди. Из Туркменистана тоже один из них очень-очень-очень богатый парень. Учится у нас там, консультируется постоянно. Он с Туркменистана, с Ашхабада. Ассаламу алейкум, наставник. Вопрос, как попасть на растущий рынок в Таджикистане и в России в будущее 5-10 лет? Какие продукты будут востребованы? Ребята, если вы хотите понимать растущий рынок, задавайте 3 вопроса. Вот просто простой вопрос. Зайдите все своих друзей, посмотрите, родственников посмотрите, анализируйте, посмотрите. Например, у них дома что уже есть? Техника почти у многих есть. Одежда у многих есть, мебель у многих есть. Согласны? Телефон у многих есть. Посмотрите, что у них уже есть. Значит, в этих направлениях миллионный бизнес трудно будет делать сразу. А посмотрите, и задавайте себе такой вопрос. На что дальше люди будут потратить деньги? Просто задавайте себе такой вопрос. На что люди дальше хотят тратить деньги? Постоянно задавайте этот вопрос своим друзьям, своим знакомым, своим родственникам. Как ты думаешь, вот в чем сейчас у тебя есть проблемы? Составьте список всех их проблем. Это очень важно. Знаете, мне говорят, что, ну, почему вы думаете, что можно стать миллионером? Я говорю, послушай, как ты думаешь, в данный момент,
на рынке Таджикистана, или Узбекистана, или там, не знаю, Казахстана, или вообще в жизни людей России проблемы есть? Они говорят, да очень много. Я говорю, вот думай, как их решать, и ты миллионер. Вот где вы живете, где вы живете? У общества есть какие-то проблемы или нету? Я уверен, что море проблем там. Вот, посмотрите, пожалуйста, один раз, вы это поймете. Где вы видите проблем, вон там есть деньги. Помните, где потребность, там и богатство. Понимаете, где потребность, там и что? Богатство. Поэтому там море богатства. И вы думаете, какую проблему, как вы можете решать. Все убегают от проблем, а вы думаете, как его решать. И вы станете богатым человеком. Это обязательно так. В магазине брендовые телефоны. Можно, почему? Телефоны есть же. Но только если вы сделаете фокусируетесь на какой-то бренд, это будет лучше. Потому что большинство же барахолки покупает и так далее. Если вы сделаете, пойдет брендовый магазин. Все равно он пойдет. Потому что он конкурентоспособный. Люди бренды все равно доверяют. Здравствуй, уважаемый Садмурод. Мне 25 лет, нахожусь в Южной Корее. Уже 6-й год, чтобы вы мне порекомендовали. Сам с Таджикистана. Дорогой, если вы в Южной Корее находитесь, там у вас еще больше возможностей. Посмотрите по мировой рынок. Посмотрите, где, в каком стране мира, кто что нуждается. И что из Кореи можете им поставлять. И интернет там развит, технология развита. Там можно вот так стать богатым. Ребята, поверьте, это так несложно стать богатым, когда развитое общество. Где развитое общество, очень вообще несложно стать богатым. Понимаете? Я в Таджикистане, когда еще экономика только-только формируется, с таким этим делаю бизнес. Почему думать, что развитых стран трудно? Нет, это вообще легко там. Потому что финансовый инструмент есть, банки работают хорошо, валютный рынок сформирован, партнерство понимает, менталитет людей формирован, поставщики доверяют, законодательство отработано во всех нюансах. Это же намного проще, ребята, намного проще. Поверьте, это правда, намного проще. Еще есть вопросы? Еще один-два вопроса отвечу, и все. Настанет. Хочу открыть бизнес на сахарной вате. Где стартовать? Где стартовать? Сахарной вате это же не сложно, правильно? Сахарная вата это же не так и сложно. Учитель, скажите, пожалуйста, насколько направлению или нише по бизнесу в Таджикистане? Ну, посмотри мировой рынок. Мировой рынок чему нуждается, дорогой? Здоровое питание. Займи здоровое питание. Натуральной продукции много в Таджикистане. Обеспечь миру все, у тебя будут деньги. Думай об этом. Как работать на внешний рынок. И все. Вот. Еще. Могу стать вашей ученицей, если у меня есть интернет-бизнес, чтобы стать ваш... куда-то убежал, да? Могу стать вашей ученицей, если у меня есть интернет-бизнес. Чтобы стать вашей ученик, надо заниматься бизнесом? Конечно, да. Конечно, Гульчера надо. Если вы занимаетесь... Потому что я хочу, чтобы мои ученики были успешны, Гульчера. Я хочу, чтобы они были победителями в жизни. Я люблю людей, которых успешны. Я уважаю людей, которые работают над собой, мудреют, там, занимаются духовными ростами, работают над собой, понимаете, на развитии своих талантов, на развитии своих возможностей. Но я никогда не понимаю людей, которые умрут, но даже не попробуют, к чему они способны. Я таких не понимаю. Даже у меня одноклассники есть, друзья есть, родственники, которые мне не интересно с ними. Почему? Потому что они не борются за свое будущее. Надо создавать свое будущее, надо что-то делать, а сидеть это не выход. И они постоянно всю жизнь жалуются, что им не повезло в жизни. Вот. Спасибо. Мы гордимся вами, пишет кто-то. Спасибо. Я тоже горжусь вами. Большое вам спасибо. Могу стать вашим учеником. У меня интернет есть, урок онлайн. Конечно, для счета. Пожалуйста, у нас куча хороших тренингов, хороших уроков. Начните с тренинга. Что хочу стать вашим учеником, что мне делать? Начните с тренинги. Начните читать книги, начните с тренинги. Это очень важно. Немножко подготовьте свое сознание. А потом, когда вы попадаете на мои такие тренинги для владельцев бизнеса и так далее, я реально, если вижу, что вы человек, который стараетесь, я готов реально вкладывать усилия, энергию для тех людей, которые будут расти.
Вот. Дорогие мои, большое вам всем спасибо. Обязательно прочитайте эту книгу, рекомендуйте своим знакомым, друзьям. Большое спасибо всем. До новых встреч.